Каждый наш воскресный вечер мы приглашаем к вам очень интересных гостей. Сегодня тоже мы поговорили с основателем делового клуба Акбарс. Вот у нас есть такой деловой клуб татарский, мужской, и также он является кандидатом Московской городской думы. Ильдар Харипов, давайте его поприветствуем все. Меня зовут Ильдар Харипов, я предприниматель, 35 лет мне, родился я в Уфе, вырос в Татарстане, вот, здесь уже в Москве 18 лет, занимаюсь предпринимательством, переработкой ПЭТ-пластика, свое предприятие в Подмосковье находится, и вот в этом году я еще поучаствовал в выборах в Московскую государственную думу, Московскую городскую думу, вот они вот 6, 7, 8 числа идут, сегодня последний день голосования. И сегодня еще вот можно было голосовать, если вы прописаны в Москве. Если не прописаны в Москве, то голосуйте, соответственно, по своему региону. Здесь Гульнара позвала меня рассказать больше, наверное, вот об этом опыте, да, я с удовольствием поделюсь. Но если есть какие-то вопросы, связанные еще с чем-то, там, моим предпринимательским опытом или вообще прочее, я с радостью тоже отвечу. И надеюсь, как бы вот эта встреча наша, вот этот вечер будет полезен вам, в первую очередь, как людям, которые молодые, рассматривают, наверное, какие-то разные варианты для себя, развития своей карьеры, своей жизни. Может быть, что-то полезное вам удастся подсказать или подсветить. Так вот, есть такой орган, как Московская городская дума, может быть, вы знаете. Есть у нас 3 ветви власти. Это, знаете, какие? Да, законодательная, исполнительная и судебная. Вот они 3 независимые у нас. Так, по закону, по крайней мере. Вот. Законодательная власть, это вот как раз таки, ну, судебные это суды все, да, вот, исполнительное это министерство и правительство, а законодательная это дума. В России это Государственная дума, а в каждом регионе есть своя еще дума, она называется, ну, городской думой. Вот в Москве тоже есть городская дума, в ней 45 депутатов, и в их, как бы, ведении находятся все вопросы, которые Москвы касаются, московского региона. Это бюджет, это градостроительство, благоустройство, внутренние законы московские, ну вот все, что связано как бы с Москвой. Вот. А в число таких 45 депутатов я сегодня выбираюсь. Получается, по 10 округу, вся Москва поделена на 45 округов, каждый округ один депутат, соответственно, выбирается. Вот. Я выбираюсь по округу Отрадное, Марфино и Алтуфьево. Соответственно, жители Отрадного, Марфина и Алтуфьева выбирают среди кандидатов и будут выбирать единого кандидата, который будет представлять их интересы в Московской городской думе. Вот. Ну вот, вкратце, наверное, по теории так. Все это лето я провел в предвыборной кампании очень активно. Пешком проходил, столько я вообще никогда не ходил. Я пешком вообще не люблю ходить. Вот. А тут я посмотрел там по телефону 20 тысяч шагов примерно, получалось иногда даже 25 тысяч шагов. То есть постоянное хождение по дворам, общение. Москва на самом деле очень большая, и вот даже вот такой округ один, вроде всего лишь один район, но это 300 тысяч человек и 750 дворов. Ну, в общем, это достаточно много, как бы, да. Вот. Далеко не все я обошел. Причем, что у нас и команда как бы была, там и я ходил, вот, но все равно все это даже за все лето не удалось охватить. В основном общение было с жителями по поводу их проблем, естественно, связано с ЖКХ, с незаконным там строительством, незаконным сносом и прочими вещами. Вот то, что в рамках предвыборной кампании мы командой могли решить, мы решали. За это время порядка 100 обращений мы написали, 25 обращений у нас было удовлетворено. Ну, вот такая вот предвыборная кампания интересная была. Сам я лично и газеты раздавал, и в квартиры стучался, и просто к бабушкам подходил, и докапывался. Вот, там, ну все, выборы скоро, и вот приходите, ознакомьтесь с моей программой. В общем, очень-очень много общения. Вот такой вот интересный вот опыт был у меня. Что касается, наверное, полезности для вас, тут расскажу, кто вообще для себя рассматривает вот этот карьерный путь, то есть быть депутатом какого-то уровня, то уже на текущем моменте можно присмотреться к этому, потому что помимо Государственной Думы, там, городской думы московской, есть еще муниципальные депутаты, так называемые, в Москве. Это орган, который существует. По сути, это люди, которые выполняют те же самые функции, но на еще более маленьких территориях. То есть, если
депутаты городской думы – это представители округов, то муниципальные депутаты – это представители районов. Смотрите, есть у нас парламентские партии. Вот если человек выдвигается от парламентской партии, ему не нужно собирать подписи. Если он просто решил избираться, ему надо сначала сторонников собрать и сказать, что у меня есть сторонники, которые меня выдвигают. В Москве это 6 тысяч человек. Вот, я пошел по пути, когда меня выдвинула партия. Вот, я выдвигался от партии «Новые люди». Вот, может быть, знаете кто-то. Парламентская партия, соответственно, мне подписи не надо было собирать. Моими соперниками являются как раз депутаты, кандидаты в депутаты от партии КПРФ, Единая Россия, Справедливая Россия и ЛДПР. 5 парламентских партий. Вот, я походил по УИКам, по избирательным участкам. Вот, там на самом деле скучно, потому что почти все голосование сейчас онлайн. На самих участках достаточно мало людей. Но я походил, посмотрел, там смысла нет особо. Нет, конкретно от нас есть. Да. У нас такая практика есть. Вот, но я не скажу, что мы там всех проинструктировали, там все вот у нас добиваются того, что можно. Сложно. Делал все, что делала моя команда. То есть, если надо раздавать там возле метро, я это тоже раздавал. Если просто подходить, тоже подходил. И у нас была часть, это называется квартирный обход, когда просто люди стучатся в квартиру конкретно, во все квартиры. Вот. И, соответственно, призывают проголосовать за конкретного кандидата. Я также прошел, не знаю, много домов. 100 квартир открытых у меня точно было, да? Вот. Общался, прям говорил, я Ильдар Харипов, кандидат в депутаты в Мосгордуму. Вот моя программа, пожалуйста, ознакомьтесь. Какие-то у вас есть, может быть, пожелания или там жалобы, да, предложения. Все это записывали мы. В общем, интересно. На самом деле, народ в Москве, тот, который открывал, достаточно открытый и позитивно реагировал. И особенно, когда узнал, что сам кандидат ходит и общается с людьми, то вообще хорошо. Первоначальный какой-то барьер недоверия был, но стоит начать разговаривать, и сразу люди открываются и обычно хорошо реагируют. Какого-то экстрима у меня не было, собак на меня никто не спускал, с дракой никто не лез ни разу. Я так или иначе занимался общественной деятельностью всегда, да, и Акбарс клуб, предпринимательский клуб, это тоже часть общественной деятельности. Я считаю, что, в принципе, наверное, каждый человек какую-то часть времени должен заниматься обществом, в котором он состоит. Сегодняшний мой визит – это тоже мой определенный вклад, да, в вас, что-то передать полезное. И в этом плане общественная деятельность внутри Мосгордумы, мне кажется, просто больше ресурсов. То есть это та же самая общественная деятельность, но с чуть большими возможностями. Поэтому у меня мотивация основная такая. Помогать обществу, но на нормальном уровне. А вот муниципальные депутаты ТИНАО, они тоже в Мосгордуму избираются или это отдельно? Нет, сегодня как раз еще помимо выборов Мосгордума, конкретно по ТИНАО, как Новая Москва, потому что там нет депутатов муниципальных, еще выборы муниципальные, получаются, депутаты там, но они муниципально избираются. То есть не Мосгордума, да? Но жители ТИНАО выбирают и тех, и других, получается, да? То есть они выбирают и муниципальных депутатов, и депутатов Мосгордумы. То есть у них два бюллетеня, наверное, так это реализовано. Сам я экологией активно занимаюсь, в том плане, что это мое основное направление по бизнесу, да? Поэтому большая часть программы была посвящена экологии, это компенсационное озеленение, так называемое, когда вырубать деревья на месте строительства жилых комплексов, где застройщик должен посадить такое же количество деревьев в том же районе. Это не особо соблюдается, поэтому один пункт у меня был связан с контролем компенсационного озеленения нормального и вообще с борьбой с вырубкой лесов. Помимо этого, реформирование ГБУ жилищник, потому что огромное количество жалоб на работу вообще жилищника по уборке во дворах, в подъездах. Реформа связана с этим. И конкретно по району у нас там не хватает клиники одной и женской консультации, тоже программа была включена. Кстати, жилищник неплохо работает. Я не могу сказать про всю Москву, я конкретно говорю район Алтуфьево, Отрадное, в меньшей степени Маршина, там более-менее. Там работает очень фигово, прямо из рук. Не знаю, может быть, мне опять повезло, Отрадное такой татарский район, на самом деле, и многие, когда узнавали, что я татарин, они некоторые спрашивают, татарин я или нет, классно, пойдем всей семьей голосовать. Потом один мужик говорит,
ну мы с ним разговорились тоже. Он говорит, мне кажется, я тебя на свадьбе какой-то видел. И пошел поверх. В общем, никакого национализма я не встретил. Более того, ну такое традиционно русское население коренное татар не воспринимает как что-то чуждое. Мне, потому что жаловались на киргизов, вон много киргизов приехал, там узбеков, вот, мне татар, хотя, наверное, не знаю, в общем, для стандартного москвича татарин, мне кажется, не какой-то чужеродный товарищ, даже если это прям русский, такой коренной. Вот. Поэтому я не сталкивался. Спрашивали, сколько лет? Я говорил 35. Говорят, ну нормально. А возрастной ценз есть какой-то? Вообще надо посмотреть закон. Ну, то ли 18, то ли 21. 21, да? Да, ну, то есть сильно выше, как бы, чем. Муниципальный это каждого района, да? Муниципальный это каждый район, и они еще 5 человек выбирают. То есть от каждого района еще 5 человек. То есть это 15 раз больше, чем депутатов Мосгордума. Я родился в Уфе, и в целом родственники все в Башкортостане находятся. Хотя я там на 100% татарин, я делал анализ специальный, вот, который показал, что вообще без примесей как. Вот. Вырос, получается, в Татарстане, родители туда переехали. Ну и вот, и сколько? Полжизни в Москве. Девушка уже хотела. Да. Что? Как называется ваше предприятие? Предприятие биоцикл называется. А вы сотрудничаете там с оператором, с блоком? С региональными операторами? Да, с Эколайном, ну, точнее, с их дочкой работали мы какое-то время. Был дело. Наши поставщики это по-любому рекоператоры, так или иначе, да, то есть иногда посредники, либо иногда напрямую. Но так как мы сами бутылку не собираем, мы вынуждены к кому-то обращаться, у кого она есть. Ну, мы покупаем, они продают, соответственно, мы это перерабатываем и продаем дальше. Ну, давайте чуть про бизнес скажу, может, этот оживится у нас. Вот, бутылка, смотрите, да, бутылка. Все видите? Вот. Это пластиковая бутылка. Она состоит, на самом деле, из 3 фракций. Вот это вот, сама бутылка, это PET-пластик. Вот. Этикетка, она, ну, бывает разной. Вот. Здесь конкретно это ПВХ этикет. Вот. И крышка это ПНД. Вот. Можете погуглить и расшифровать. Ну, все слышали, наверное, такие аббревиатуры. Вот. Мы эти бутылки покупаем, ну, покупаем не по одной, а на мусорных полигонах уже в прессованном виде. Вот. Все это дело дробим, моем, химией обрабатываем и разделяем на 3 фракции. Отдельно ПЭТ, отдельно ПНД, отдельно ПВХ, отдельно ПНД. Вот. И дальше это продаем. Вот. Покупаем бутылку сейчас примерно рублей по 40, наверное, за килограмм. Переработанный ПЭТ-пластик стоит порядка 90-100 рублей. Вот. Вот такой вот бизнес. Вы сотрудничаете с какими-то брендами, допустим, популярными? Ну, не сотрудничаем, если кто-то может свести с какими-то брендами, буду признать. Вот. Не сотрудничаем. Хотели бы. Вот. Это больше, конечно, маркетинг. Переработанные ПЭТ-бутылки приобретают заводы, которые что-то делают из ПЭТа. Вот. А одна часть заводов у нас делает геотекстиль, геополотно, это при строительстве дорог используется. Вот. А один завод у нас делал крышки для тортов, мы ему продавали. Еще, может быть, знаете, синтепон и синтепух есть такие материалы, которые в куртках, в игрушках, в подушках. Вот он тоже делается из ПЭТа, и его можно делать из переработанного ПЭТа. Ну, в основном наши покупатели используют наше сырье для того, чтобы удешевить собственное производство, потому что они могут купить свежеизготовленный гранулу ПЭТа, а могут переработанные. Вот мы переработанные продаем, которые дешевле. Вы можете дать нам какие-то советы по употреблению, по использованию пластика? Может, им куда-то сдавать в какие-то места нужно или вообще ничего делать не нужно? Сдавать точно нужно, потому что для того, чтобы все это хорошо работало, нужно, чтобы сдавали люди отдельно, вывозили отдельно и перерабатывали отдельно. Вот. Но если вы не сдадите, вообще не проблема, потом все равно это к нам попадет. Вот. Но прививать вот эту привычку, она правильно нужна. Сильно на процесс это не повлияет, к сожалению, пока. Потому что все зачастую, даже то, что вы сдаете отдельно, сводится все равно в одно какое-то место, а может и не сводится, тут не угадаешь. Но много чего делается в этом направлении, поэтому лучше да, чем нет. Убираться решил я в прошлом году. Вот. А весной этого года я поменял округ. Ввиду... Сначала был 13-й округ, это Останкино, Алексеевская,
вот эти районы. Вот. Но там появился сильный кандидат от Единой России, и я оттуда ушел. Ну, ввиду бесперспективности как бы, борьбы с сильными кандидатами от Единой России. Это же северный административный. Это все, на самом деле, ну, географически это север, но относится это северо-восточный административный округ, СВАЛ. Агитация в основном офлайн, потому что основной голосующий электорат на самом деле это пенсионеры. Вот, поэтому основной был упор сделан в офлайне, но в онлайне тоже много чего делали. Ну, там, ну, вот ВКонтакте медийную рекламу мы запустили, канал я, собственно, сделал, вот, в разных каналах пытались публиковаться. Муниципальный это хороший уровень, и его можно без особо предвыборной кампании выиграть. Ну, то есть ножки. Много общаться, много разговаривать, много чего делать. Azim